О, нарешті я змінила прізвище. Я в нього, яке у тебе було прізвище? Караугланова. Караугланова. Причем она, типаж ее, ну, наш Ногайский. 100%. Сама она Олеся. Меня зовут Ульвия Аблаева. Я по специальности этнолог. До этого у меня было довольно много разных еще специальностей. То есть я была и преподавателем, я была дизайнером, я занималась дизайном костюма, я была какое-то время школьным учителем, музейным сотрудником. Но последнее, то, что, как я себя вижу, и, скажем, моя социальная ниша – это наука, этнология. Бабам Рахметли уже, он, к сожалению, он остался в Узбекистане. Аблаев Осман, он родился в Алупке. Ему было 12 лет в 1944 году. У него была, это моя бабушка, беременная третьим ребенком мама и сестренка. Вот таким вот образом деда забрали в Трутармию, и они попали в Мариэл. И вот для меня отец – это просто невероятный такой человек, скажем, по моральным своим качествам. Это пример, конечно, крымского татарина для меня. Это, ну, как для каждой девочки, отец – это первый мужчина в ее жизни. И вот какой вот образ бывает отца. Вот для меня крымский татарин – это, конечно, проецируется образ моего отца. Это был невероятной культуры, невероятной харизмы и невероятных талантов человек. А мама с Кикиниза, то у мамы ситуация очень трагичная. Она в 6 лет осталась без отца, в 1937-м отца расстреляли. То есть она не видела, не помнит вообще отца. А в 1944-м умерла мама ее. И умерла младшая сестренка Ульвия, в честь которой меня мама и назвала. И вот мама у меня 8 лет, она была уже сиротой полной. Я вернулась только в 2005 году. И получилось так, что мне надо было приехать, потому что у нас был участок, который выделили папе, как он рожденный там, и были документы в Алупке, то выделили кусочек земли в Алупке. И говорили там, поширили слухи, что будут отбирать, если не будет он приватизирован. Мне пришлось срочно уезжать. Но, в общем, оказалось, что я вот с сыном и с сумкой с одной, с рюкзаком сына мы выехали, и это все. Так я уехала с Узбекистана. Перед отъездом я себе сказала, что никакой ностальгии. Я родилась в Самарканде, это прекрасный город. Просто невероятный, с большими культурными традициями, полиэтничный, очень красивый, с историческим прошлым невероятно. И тем не менее я сказала, что никакой ностальгии, если мне придется остаться. И действительно, то есть у меня был такой настрой. Ну и потом у меня жизнь так складывалась, что я много раз начинала все с чистого листа. Но это был очередной чистый лист. Я не скажу, что я страшно мучилась, что мне было очень тяжело. Мне было хорошо, потому что я была на родине, я всегда хотела жить в Крыму. И поэтому я не зацикливалась на каких-то, скажем, негативных моментах. Безусловно, они были, потому что я была без работы. Там дочь у меня осталась в Самарканде еще на целый год. Но, тем не менее, я старалась, скажем, выстраивать новый период своей жизни. Я надеюсь, что скоро будет опубликована моя монография. Монография посвящена костюму традиционному крымско-татарскому. Последние 2-3 года я вот так очень упорно сидела над этой темой. В первую очередь, безусловно, я пишу для крымских татар, безусловно. Хотя рецензент, который вычитал и который дал рецензию очень хорошую, он сказал, что она просто интересна и в плане, скажем, вообще тюркского костюма. Это не только крымско-татарский, потому что там такие широкие, скажем, сравнительный анализ есть. И он говорит, это интересно, это хорошо, это нужно было сделать давно. Тотальное незнание своей культуры.
просто тотальное. Тотальное незнание своей истории. Ну и, безусловно, костюм как часть культуры и часть истории, вот это то же самое из этой серии. Для меня больно видеть, что, например, вот это незнание особенно у всех на устах, да, девочки, молодые, девушки, которые одевают какие-то белые шали длинные и кружатся там в танце на сцене и называют, когда это марамушкой, это ну, нож в сердце на самом деле, потому что головная шаль женская, не девичья, только женская. Это сакральная головная шаль марама, которая одевалась только аптейс алып, только после омовения. Она одевалась, когда читали Коран, когда совершались какие-то сакральные действия. И сказать на головную шаль, во-первых, одеть на ребенка, а во-вторых, выпустить на сцену, чтобы она там крутилась, и назвать ее еще марамушка, ну, мне это очень больно и много такого. Это просто один из таких ярких примеров. Например, тот костюм, который вот на наших певцах, на танцорах и так далее, вот у мужчины здесь вот жилеты или эти золотом вышитые, это же это нонсенс, потому что вот такие вышитые, обильно золотом костюмы, куртки, так называемые куртки проводников, но это такая каста была, совершенно отдельная, в чем-то даже руконеподаваемая. Это были люди, потому что вот они в угоду своей профессии, они переступали, скажем, нормы национальной морали, потому что это было жестко в период традиционного общества. Ну и, безусловно, для того, чтобы это был его товарный вид, да? Это был его имидж. Чем он красивее, это были красивые мужчины очень, это был первый вообще, если не ошибаюсь, первый в Европе туризм и первый в мире секс-туризм, наверное, был, как раз вот это было в Крым. Я прошу прощения за то, что вот озвучиваю на вашей серьезной передаче вот такие вот, скажем, моменты. Но тем не менее, вот это была их одежда. Ну и наши вот все абсолютно певцы, и которые поют и Гузель Харем в таких вот костюмах, да, ну это просто. Для меня это было очень тяжело. При том, что я себя считаю сильным человеком, но я не ожидала даже своей такой реакции резкой. Для самой это было непонятно, вот это вот очень, скажем, непринятие. Причем такое категорическое. Я задала себе вопрос: сможешь ли ты здесь жить? Это было очень серьезно, потому что на мое предложение детям, безусловно, маме, что, может, вы поедете со мной, потому что я не могу здесь быть, я не могу находиться, физически не могу находиться. Они сказали: нет, мы останемся на родине. Кому мы будем отдавать? Я сказала: не, я ее не оставляю, никому не отдаю. Я думала, что максимально, что я выеду на полгода, и через полгода все закончится, и все вернется на круги своя. Ну, вот таким вот образом я говорю, что мне было сложно. Причем не только ментально, морально, мне было физически сложно. Если вначале я это воспринимала как какое-то проявление эгоизма, сейчас я думаю, что это нормально абсолютно. Человек должен стремиться к счастью. Когда он счастлив сам, он освещает, скажем, очень маленький, но в зависимости, скажем, от масштаба личности. Один человек может осветить, и его хватит только на того, кто рядом с ним, только его дети, только его родители. Кто-то может освещать, скажем, своей добротой, да, отношением к миру, своим позитивом, оптимизмом. Вот это чувство, да, и стремление к счастью, это внутри. Ты должен быть внутри наполнен. И не надо смотреть то, что снаружи. Окей, ну сейчас такая ситуация, но мы должны в этой ситуации, мы должны находить в себе силы и не просто жить, а творить, жить дальше и быть
интересными, во-первых, самому себе и окружающим. Несмотря на то, что я, скажем, какой-то период времени, да, большую часть года я провожу за пределами Крыма, тем не менее у меня нет ощущения, что вот я вот там, а Крым где-то далеко. Крым всегда со мной, потому что ежедневно, безусловно, я не могу обнять, но тем не менее общение, Аллах шкур, да, это сейчас, это возможно, поэтому я живу Крымом. Несмотря на то, что я за его пределами, но я живу Крымом. Все мои исследования посвящены Крыму, его истории, его культуре. Когда сложно, я соизмеряюсь с ситуацией вагона заколоченного, люди в этом тесном пространстве, и которые везут неизвестно куда. Я себе говорю, у меня все прекрасно. Просто, когда соизмеряешь себя с этой ситуацией, тогда все прекрасно и все хорошо. Не может быть никаких больше, скажем, тягот, слез. Ну, ничего страшного. Не сейчас прям поеду, через неделю, месяц, два, но я буду там. Когда я говорю Крым, я имею в виду, безусловно, крымских татар. То есть свою среду. Это процессы, наверное, такие общие, которые характерны для всего мира. И сейчас это все движется в геометрической прогрессии. Все вот эти глобализационные процессы. Ну и, к сожалению, мы сейчас все вот в этой, скажем, общей связке. И поэтому теряются какие-то, только для нашего народа, какие-то характерные черты, они стираются. И, это обидно наблюдать, при том, что я понимаю, что, к сожалению, это процесс, я так думаю, что необратимый. Мне сложно сказать за 30 лет, потому что я сама только в 2005, скажем, переехала в Крым. Но я в силу, опять-таки, и своего характера, и своей деятельности, я много общаюсь с людьми, я очень люблю общаться со стариками. Это основной мой контингент, причем самый лучший контингент – это те, которые, их, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше, это рожденные до 25 года, потому что все, кто после 25, для меня это очень молодые, потому что это уже, скажем, дети советского времени уже были. Я с ними общаюсь, их становится меньше, и вот опять-таки, да, зная вот эту культурную среду, здесь я ее, 30 лет я ее не видела, я ее не наблюдала, просто-напросто, надо же знать, скажем, эволюцию, да, вот этой социума. Но старики говорили, и все, соседи, родственники, которые живут здесь давно, что вначале были все очень дружные, что всегда протягивали друг другу руку помощи, что никто не проезжал, если там на целое это село одна машина, то никто никогда не проезжал мимо, если не заберет всех, кто идет по дороге. Вот машина полная, были такие ситуации, когда еще доезжал до дома, выгружал людей и ехал за теми, кто там еще остался. И вот это вот, сейчас я, к сожалению, таких примеров вижу все меньше и меньше. Очень жаль. Это такой очень бытовой пример, но вы понимаете, из таких мелочей ведь складывается жизнь. Если говорить, что вот просто не подобрал на дороге, да, у него есть машина, и он проехал мимо женщины с детьми, это говорит о чем? О черствости, о том, что человек уже просто, он выпадает, вы понимаете, вот это вот очень тесные социальные связи, вот мы все, вот в этом селе, где мы живем, да, наш Мале, в основном 90% татары, и если он проезжает мимо и не берет, это говорит о многом, то есть из этого можно сделать большие выводы. Самосохранение, безусловно, это главное, И вот то, чем я занимаюсь, я надеюсь, что какую-то лепту в том, чтобы сохранилась наша культура невероятная,
уникальная культура. Но я стараюсь это делать, чтобы внести, скажем, свой вклад. А сейчас, я думаю, это вот просто очень серьезно думать надо о самосохранении, о пути решения этого надо делать, чтобы крымско-татарский язык был модным, просто. Находить способы какие-то, рычаги воздействия, чтобы это было модно, чтобы было красиво говорить, чтобы это было, скажем, зажигало где-то. Как один человек может сделать очень много. Но как мейнстрим был, я помню, в начале 2000-х, когда некоторые студентки КИПУ, где я преподавала, стали ходить на занятия в фесках. Это был мейнстрим. И это были девочки красивые, которые достойно это делали и стали ходить. И стали просто, это стало модно. Вот сейчас то же самое. А самосохранение тоже это можно разложить, скажем, на составляющие. И тут это язык, это знание своей культуры, своей истории, это уважение своих традиций, своих обычаев. Вот это очень важно, потому что многие говорят: о, у нас уникальная культура. Когда говоришь, а в чем ее уникальность, мало кто или почти никто не может внятно ответить на этот вопрос. То есть абсолютно аргументированно, да? Вот наша культура отличается от других тем-то, тем-то, тем-то. Вот это вот важно, вот это знание важно. Культура, обычаи у каждого народа формируются свои. И поэтому это знать надо обязательно. И, конечно, соблюдать, потому что нас делает только это. Соблюдение своих традиций, своих обычаев. Это делает лицо народа. Это надо знать. Мы на самом деле потеряли очень многое. Невероятно много. Потери наши просто колоссальны. И я бы сказала, что не только, скажем, какие-то материальном, да, плане, еще, но опять-таки повторю, что каждый народ, да, вот, есть свои совершенно уникальные черты, присущие только этому народу. Безусловно, должна среда, потому что среда делает лицо этого народа. Мы были оторваны от среды, и причем это был, это жесточайший политический террор же был в отношении крымско-татарского народа. Потеряли очень многое. Вернулись на родину. Через какое-то время, благодаря энтузиастам, стали что-то возрождать. Если говорить, например, о, так вот, социальная, да, жизнь, по разным источникам говорится о том, что более 50, я даже встречала цифру, более 72 разных ремесел было у крымских татар. Ну, я сейчас сама насчитала, то есть собрала 34 вида разных ремесленных производств. То есть это не просто там занимаешься чем ты хочешь, да, дома, а это цеховая организация. То есть это серьезно очень. Это основа общества вообще. Так вот, окей, пусть будет не 70, пусть будет не 50, у Богданинского, кстати, более 50, он приводит эту цифру. А те даже 30, более 30, которые я собрала, мы смогли возродить более-менее только 5. Уникальность нашей культуры – это наша вышивка невероятная. Это реально, скажем, в сокровищницу мировой культуры крымско-татарская вышивка, она просто занимает абсолютно достойное место. И очень интересно, что женщины, довольно много, скажем, которые вышивают, и это нравится, и это замечательно, и это хорошо, это красиво. Кроме вышивки, это немного керамика, причем, скажем, не совсем традиционная, но тем не менее, будем говорить. Где-то немного это медное производство, тоже не совсем то, но тем не менее, да, хотя бы мы движемся в этом направлении. Ну и все. Для любого народа, для любой такой социальной ячейки, в каждой социальной ячейке есть разные люди, и в нашем народе то же самое. Кто-то стремится вперед, кто-то делает, кто-то очень прогрессивно мыслит, а кто-то совершенно, скажем, есть такие, кто погряз в роскоши,
Есть такие, которым ничего абсолютно не надо, ни национальной ни идеи, он об этом не задумывается, ну ни о чем. Я думаю, что это характерно, ну, то, что происходит внутри нашего народа, оно, я думаю, где-то более или менее идет параллельно таким, где-то даже европейским процессом. То есть вопросы ассимиляции, да, старения нации и так далее, они же, ну, для стран не третьего мира, они однотипны, и у нас то же самое. И, к сожалению, когда нету своих политических институтов, которые бы руководили процессами, то, безусловно, внешние силы будут стараться сделать и стагнацию, и застой, и все остальное. Поэтому у нас вызовы, которые, ну, интеллигенция должна думать об этом и брать на себя, скажем, ответственность. Это большая очень ответственность для того, чтобы, скажем, показывать какие-то ориентиры. Я не буду называть фамилии, людей, которых я очень уважаю. Это люди, это действительно, это высочайшего уровня интеллигенция, причем не обязательно, чтобы были ученые степени, это внутреннее состояние, это невероятные люди. Я говорю, мне бы очень хотелось назвать тех людей, я боюсь просто, что кого-то не назову, это будет обидно. У нас, безусловно, есть интеллигенция, есть прекрасные люди. Я очень горжусь вообще просто, что знакома с такими людьми. И сейчас та молодежь, у которой крымско-татарские имена, крымско-татарские фамилии, и которые, прошу прощения за такое грубое сравнение, начинка внутренняя ничем не отличается от какого-то там, не знаю, Васи Петрова или там Маши Ивановой. Совершенно те же самые, ну, в жизни какие-то приоритеты, которые диктуются ТикТоком, не знаю, Инстаграмом и так далее, и так далее. И это ужасно. И советовать что-либо им, я не знаю, будут ли они прислушиваться к этому. Тем не менее, выполняя вашу просьбу, я бы хотела, я бы не советовала, то есть это не совет, это пожелание, это мое личное пожелание. Не забывать о том, что вы являетесь потомками совершенно великого народа, потомками людей с уникальной культурой, потомками людей, которые вот просто потом, кровью, которые вот эту красоту, которая сейчас вот есть у нас на полуострове, это же они все формировали. Вот это вот просто не надо забывать. И когда будет чувство у тебя, что вот это моя земля, и какая у этого народа и на этой земле была прекрасная культура, и вот это чувство гордости, я думаю, потом уже, ну, где-то поменяет сознание. Потом уже не надо будет говорить, учи язык, знай что-то, учи там что-то. Он будет сам к этому стремиться. На данном этапе своей жизни, потому что, ну, на каждом этапе у меня были свои смыслы. Сейчас я бы хотела, скажем, ну, вижу в этом смысл, передать свои знания. Поэтому стараюсь как можно больше изучить, углубить свои знания, и чтобы знал наш народ действительно свою уникальную культуру, и когда и что, если говорить о костюме, можно, нужно одевать.